Прежде чем приступить к основному заседанию, глава региона с председателями профильных комитетов парламента провел небольшое совещание. Руководитель комитета по здравоохранению Яхья Белхароев рассказал о средствах, которые необходимо заложить в следующем году в сферу здравоохранения, а это порядка 300 миллионов рублей. Глава республики отметил, что таких больших средств в самом регионе нет, но проблема вполне решаема, особенно если учесть, что в Ингушетии уровень различных заболеваний намного ниже, чем в регионах. Как депутатскому корпусу тоже по своей линии я бы просил там тоже поддержки в этом плане. То есть написать письмо на имя и всей федерации Валентины Ивановны Матвиенко, на имя министра здравоохранения, на имя Ольги Юрьевны Голодец именно по этому вопросу. Почему? Потому что даже при всем желании, надо сказать, что таких средств нет. Их нереально. Это раз. Ну а у нас в целом получается порядка 180 миллионов рублей это на орфанные заболевания, а остальные там в сетях 308 миллионов это на другие виды болезней. Вот здесь надо посмотреть, потому что по другим видам болезней нам все-таки федеральный центр там целенаправленно оказывает помощь. Это все-таки не бюджетовые деньги, а помощь там она идет на обеспечение лекарственных направлений. Также Юнусбек Евкуров отметил слабую работу регионального Минсельхоза. Показатели его работы с учетом всего, что вложено в структуру, не доходят до реально достижимых. Вот такие есть там в Минсельхозе 3, 4, 5 бюджет, где вот комитет должен на контроль держать. Пусть обижаются, не обижаются, ну вы обязаны это делать. Ваш Хамхаял, я же говорю, туда не лезть. Наоборот, надо лезть, надо работать, надо толкать. И вот итоговое заседание Народного собрания начинается. На повестке дня 5 вопросов. Это и закон об административной ответственности, об охране окружающей среды и республиканский бюджет. Все инициативы были приняты парламентариями единогласно. А итоги осенней сессии депутатов 6-го созыва, так и года в целом подводит Зелимхан Евлоев. За этот период проведено 29 заседаний, на которых принят 41 закон республики и 474 постановления Народного собрания. О проведенной работе по совершенствованию республиканского законодательства отмечу, что изменения коснулись практически всех сфер жизни. Так, законом республики установлена административная ответственность за нарушение правил благоустройства территорий в городских округах и муниципальных районах. Кроме того, скорректирован перечень должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях. Из законов социального характера необходимо отметить закон республики о внесении изменений в закон о мерах социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и закон республики о внесении изменений в закон о комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав. Принят закон, устанавливающий величину прожиточного минимума пенсионеров в Республике Ингушетия на 2018 год. За последние месяцы уходящего года парламентарии заслушали отчеты всех руководителей Министерства республики об итогах деятельности. А глава региона отметил плодотворную работу 6-го созыва. Юнусбек Евкуров подчеркнул, что ждет от депутатов, образно говоря, качественных законов, которые первым делом должны быть доступны пониманию простых жителей. Также депутатский корпус, как один из главных органов власти, в своей деятельности должен тесно взаимодействовать с правительством, со всеми министерствами и ведомствами республики. Говоря о работе депутатов, должен сказать, что вы не оставались в стороне во всех наших делах и действиях, работали над не только формированием законодательной базы, но и решением проблем жителей республики. Рассматривали насущные вопросы, в том числе системы газоводоснабжения и оплаты за энергоресурсы. То есть были и помощниками власти, и заодно и решали проблемы людей, которые реально они возникали, будут возникать, и дальше мы над этим будем работать. Помимо прочего, глава региона проинформировал депутатов, что ни один объект социального значения не должен строиться в регионе без согласования с Народным собранием и руководством региона. Пришли к мнению, что некоторые решения и администрации главы республики, и правительством не должны приниматься без вашего личного участия. Тем более, если касается это территории, сельских поселений, муниципальных образований. Как бы нам этого не хотелось. Здесь необходимо будет, я указание уже отдал, совместно составить документ, определяющий именно контроль участия. Да, мы можем спорить, или вы можете спорить, доказывать, но, конечно, решение я сам приму. Я, когда буду принять это решение, я уже буду понимать, что это уже все-таки вы уже проработали внизу. Это не просто мнение одного человека или двух человек. Вот поэтому здесь тоже
просил бы обратить на это внимание. Депутаты за эти 12 месяцев решили немало проблем жителей региона. Ну а завершилось итоговое заседание Народного собрания награждением. За вклад в развитие региона, многолетнюю и плодотворную работу и общественную деятельность глава республики вручил отличившимся депутатам медали «25 лет Республики Ингушетия». Мария Мистоева, Рахман Цуров, Новости 24.